Hello, dear Jude. I'd like to introduce myself. My name is Ivanova Angelika. I study at 10th grade of the Yakut School number 6. The research supervisor is Yekaterina Legovna. The topic of the research work is hydrophobic materials. Цель исследовательской работы – получение и изучение свойств гидрофобных материалов. Задачи. Первое. Изучить теоретическую часть о гидрофобных и гидрофильных веществах. Второе. Получить гидрофобные материалы. Третье. Испытать материалы на смачиваемость. Актуальность нашего проекта заключается в создании нового материала с супергидрофобными свойствами, который бы нашел применение в быту. Новизна работы. В условиях учебной лаборатории были получены гидрофобные материалы. Объект исследования – гидрофобные материалы. Предмет исследования – смачиваемость или водонепроницаемость материалов. В теоретической части мы изучали 4 способа получения гидрофобных материалов. В этой работе в практике применены 2 способа. В способе номер 2 использовали хозяйственное мыло, парафин и алюминиевые квасцы. В способе номер 3 применяли казеиновый клей, воду и сухую гашеную известь. Сравнительный анализ свойств полученных гидрофобных материалов. Материал, полученный по способу номер 2, получился мягким, гладким и извитым. Материал, полученным способом 3, получился жестким, шероховатым и слабоизвитым. Устойчивость гидрофобных свойств ткани. Заключение. За время работы я очень много узнала о гидрофобных веществах и их применении в нашей жизни. Создала свои материалы, которые, по моему мнению, будут использоваться в нашей жизни. В ходе выполнения научно-исследовательской работы пришли к следующему выводу. Первое. В последние годы ученые разрабатывают все новые гидрофобные вещества, с помощью которых можно защитить различные материалы от смачиваемости и загрязнения, создавая таким образом даже самоочищающиеся поверхности. Дальнейшее изучение этой темы приведет к разработке мультифобных веществ, которые станут основной для грязеотталкивающих и водоотталкивающих материалов. Создав подобные материалы, люди смогут сэкономить время, средства и ресурсы, а также появится возможность снизить уровень загрязнения природы чистящими средствами. Второе. В условиях школьной лаборатории получены гидрофобные материалы. Третье. В ходе испытания данных материалов на смачиваемость пришли к следующему выводу. Гидрофобная обработка текстильного материала хозяйственным мылом, парафином и алюминиевым кассом по способу номер 2 уменьшает впитывание влаги в несколько раз, образует супергидрофобный материал. Текстильный материал, обработанный казеиновым клеем, гашеным известью и хозяйственным мылом по способу номер 3, образует материал с умеренной гидрофобностью. Спасибо за внимание.